Я пишу очень много песен, у меня целый сборник своих песен. Также мои песни исполняют очень известные артисты. Так что с Ильхамом мы дружим. Siz eniler sizi bir de bir günne Yanlarıma da kebek dişlerime Kırıp sağınularga canımı düzgüne. В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни» и Сянмас Искадыр Дуслар. Новый выпуск нашей программы и, как всегда, новые интересные гости. Встречаем популярная татарская певица Лилиана Ирназарова. Иссянмас Лилиан. Здравствуйте. Какой красивый платок у вас. И красивые подарки. Конечно же, я не могла прийти к вам с пустыми руками. Это все мне? Это чай и к чаю. Чай и вкусные конфеты. Бигзур Ахмед. Большое спасибо. Лилиана Ирназарова, автор-исполнитель, телеведущая, актриса. Родилась в селе Старобаишево Дюртюлинского района Башкортостана. В детстве занималась в вокальном кружке при Доме культуры. В 2005 году прошла кастинг и проработала в театре-студии народного артиста Татарстана и Башкортостана Айдара Галимова 4 года. Окончила Казанский федеральный университет по специальности управления персоналом. Сейчас учится в Казанском университете культуры и искусств в классе народной артистки Татарстана Венеры Ганиевой. Лилиана – лауреат различных конкурсов и фестивалей, таких как Сандугач, Уралманы, Вагаповский фестиваль, Татарманы и других. Лилиана, расскажите, что мы сегодня будем готовить? Сегодня мы будем готовить тулму по-татарски, а в народе его называют голубец, голубцы. А вторая у нас королевская ватрушка на десерт или же творожник. То есть 2 блюда будем готовить? Постараемся. Я тоже очень постараюсь вам помочь. Итак, начинаем с голубцов тулма. Да. Для этого Хорошо. нам нужны ингредиенты. Самый первый это, конечно, капуста. Да, ее нужно сейчас. Так, доверяю вам или мне? Нет, я могу. Начинаем, значит, вот с этой части. Нам нужно отделить несколько листьев, которые нам будут необходимы. Затем мы их отварим. Лена, а чем я могу помочь? Мне задание какое-нибудь? Так, давайте возьмитесь за лук, потому что Только хотел у меня сказать, можно я угадаю? Да, Я да. буду резать. Мелко-мелко режем, да? Мелко, да. Мы его будем добавлять в фарш. Он должен быть у нас добавлен в фарш, а также для начинки. Так, хорошо. Значит, я думаю, пару луковиц будет достаточно. Скажите, пожалуйста, у этого рецепта какие-то особенности есть? Да, У вас особенность какие-то добавки, в хитрости, может начинке, быть? да, я добавляю туда красный перец болгарский. Болгарский не просто так, мы его сначала на сливочном масле с луком хорошенечко обжариваем, далее добавляем в фарш, он дает пикантный аромат для фарша. Лилиана, вы так красиво и складно рассказываете про этот рецепт. Тут есть как бы 2 вопроса. Вы профессионально любите готовить или вы так тщательно подготовились к нашей программе? Ну, я думаю, каждая женщина, каждая хозяйка должна уметь хорошо готовить, а самое главное, любить этот процесс. На самом деле, я его не сразу полюбила. Как только вышла замуж, Да, пришлось как полюбить. только, да, особенно когда рождаются дети. А у меня в семье еще 2 мальчика, помимо мужа, поэтому приходится иногда прям застревать на этой кухне. Но помимо этого у меня еще есть хобби, мое любимое дело. Я занимаюсь общепитом, у меня свое кафе, вот, где мы кормим в день около 100 человек. И поэтому я стараюсь разрабатывать какие-то новые рецепты, удивлять людей. Ну что, Руслан, у нас листья готовы. Так, давайте тогда Да, уберем их. давай перейдем к начинке. Будем отваривать их? Да, сначала должна вскипеть Так. вода. Сейчас мы водичку поставим. Отлично. Берем перец болгарский. Который нам тоже нужен будет для начинки, кстати. Для начинки, да. Один из секретов. Ну а сейчас раскройте, пожалуйста, секреты своей карьеры. Сразу ли вы начали петь в детстве? Как обычно, некоторые вот вокалисты приходят, рассказывают, я была маленький, в садике начала петь. Вот этот процесс я не помню, как я начала петь, потому что я сколько себя помню, столько пою. Но родители говорят, что это начиналось с табуреток. То есть моя рабочая площадка сначала это были табуретки, затем сельский клуб, ну и затем в 2004 году мама решила меня отвезти на вокальный кружок, потому что до этого времени папа был категорически против, чтобы я пела. Но как-то раз он в очередной раз услышал песню мою в моем исполнении, и ему понравилось. Лилиан, я предлагаю сейчас что-нибудь тоже исполнить для наших зрителей. Что понравилось в тот день папе? Это была народная песня «Зенгар Кульмек». Зенгар Кульмек, Зенгар Кульмек,
Oylarını kile bilesin. Вот такая. И папа сказал: кызым, я разрешаю тебе поступать на музыкальный. Да, еще просто на кружок. То есть все затруднение было в том, что я родилась и жила в деревне, а кружок находился в городе. То есть нужно было маме с папой каждый день за 20 километров меня отвозить на этот кружок. Но они с этой задачей справились отлично. Именно благодаря этому в 2005 году я попала на кастинг Айдара Галимова, где прошла все успешно. Естественно, я туда ехала без всяких надежд, просто чтобы увидеть кумира миллионов. Но... Лично увидеть Айдара Галимова. Да, просто одним взглядом взглянуть. Он сам находился в жюри? Он сам был в жюри, да. То есть для меня, для деревенской девочки, это было что-то, это было вау, впечатление на всю жизнь. И судьба улыбнулась мне, и я попала в его группу, где работала 4 года. То есть вы работали 4 года в труппе Айдара Галимова? Да, будучи подростком с 13 вот, до 17 лет, пока не поступила в вуз. Что вот дал этот опыт? Ну, это вот правильно вы назвали, это опыт, это колоссальный опыт, это первые шаги на сцене. Естественно, это первое разочарование, первая публика, первое можно, первое нельзя. Первые костюмы профессионально сшитые специально для меня. Ну и вообще работа с таким великим мэтром нашей эстрады. Он очень много дельных советов давал, да и по сей день дает. То есть это очень круто было. Основные ингредиенты для нашей начинки у нас готовы. Да. Сейчас мы будем смешивать рис, фарш, болгарский перец и лук. Совершенно верно. Так, прошу. И у нас закипела водичка. Опа. Дело за Опускаем? малым. Целиком прям? Я думаю, нет. Давайте я аккуратненько тогда буду складывать их, а вы можете уже приступить Всё. к начинке. Лилиана, расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, как вы очутились в Казани и кто принял это решение? Родители, вы? Это решение мне далось, честно говоря, нелегко, потому что для этого мне нужно было покинуть театр-студию Айдара Галимова. Но я понимала, что нужно двигаться дальше. И, как ни странно, я поступила даже не в музыкальный университет, а поступила в КФУ. Тогда он еще назывался ТГГПУ. Но когда я уже оканчивала На какую специальность КФУ. вы учились? Управление персоналом. Как у нас принято говорить, зур начальникларға. Лилиана Ерназарова ведь могла быть зурначальником. А я и есть зурначальник. А вы есть зурначальник? Я дома начальствую, на кухне. Почему не пошли работать по этой специальности и вернулись все-таки вот в творчество? Честно говоря, я работаю по этой специальности, потому что у меня в штате 16 человек. В кафе, да? Да, в своем кафе. Поэтому мне, знаете, игра в зурначальника хватает там, поэтому все-таки я творческий человек. И буквально неделю без сцены, и я уже начинаю превращаться, знаете, во что-то такое очень нервное. Именно поэтому меня муж всегда говорит, если у меня нет настроения, он говорит, по-моему, тебе надо куда-нибудь съездить попеть. Попеть. Вот я и еду. По поводу съездить попеть, если не ошибаюсь, 16 или 17 конкурсов, фестивалей вы принимали участие? Я принимала Так, давайте я участие, добавлю лук, кстати. да, более 50. 50 конкурсов? Да, конкурсов на протяжении 6 лет. Вот 15-16 званий гран-при из них, остальные первые, вторые лауреаты. Ну, это достойно аплодисментов. Спасибо. Что дает вам участие в конкурсе? То есть, потому что столько конкурсов. Это то есть опыт. Желание победить, прежде всего? Я думаю, это азарт у каждого певца. В первую очередь доказать себе, что ты есть. Затем это работа над собой. То есть это понятно, что это очень много участников, это борьба, это волнение. Вот, например, самый крупный конкурс был в Италии. В городе... Вы даже в Италии ездили? Да, в Фивицано. Фестиваль проходил 3 дня. Мы пели в разных церквях, на открытых площадках. Именно там первый раз зритель после первого куплета слушал меня стоя. Потому что это была за песня? Это на татарском было или на итальянском? Нет, это была татарская народная песня «Гульямал». Вот. И тогда я поняла, что действительно мои песни цепляют. Не сколько мои, сколько народные наши мотивы, татарские народные песни. После этого я начала делать акцент именно на народные песни. Сейчас же я их пою, но уже в более стилизованной манере. Лилиана, скажите, пожалуйста, вот в международных конкурсах принимали участие, а на иностранных языках вы поете? Да, конечно. Я очень люблю английские песни, но как таковые их слышать, мне кажется, это уже стандарт. Все перепевают. Для этого у меня в репертуаре появились турецкие песни. Давайте турецкую послушаем. Давайте.
Yüzyıllardır silinir aynı masallar. Ay şu yıldızlar yakamuzlar. Ah kıgı alırdım uzanıam. Sama yenip sevdam. Köprüsam bibirim. Yanır başına yürü arı. Küsürü biri aç burazayım oh. Selvi boludur geçiyor bak bir girer bir siririm ona da bana oynar şansını zorlar şansını kalbim bir yorma Selvi boludur geçiyor bak bir girer bir siririm ona da bana oynar şansını zorlar şansını kalbim bir yorma Miorma, 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 miorma. Вы так часто смотрели на меня, я так понял, что Бьорма это Руслан, я так понимаю. Да, я сказала, Руслан, не переживайте, мы все вовремя Да, приготовим. все будет вкусно сегодня. Да. Руслан, нам не хватает волшебного ингредиента. Как вы думаете, какого? Я уже держу его в руку. Это соль. Соль. Так, соль немножечко или побольше. Сыпем. Еще. Еще. Да, можно не бояться пересолить, потому что у нас это все будет в воде, Бульончик. да, в бульончике. Капуста, она сама по себе забирает всю соль, поэтому вот. Так. Шумашул. Готово. Да. Да. Что делаем дальше? Дальше нам нужно будет натереть морковку для начинки сверху по сыпушке. Лук, морковь, да, на сливочном. Кроме того, что Лилиана Ирназарова у нас замечательно поет, управляет кафе, она еще у нас и режиссер, и сценарист. Расскажите вот об этих ваших направлениях деятельности, так скажем. Ну, вообще родители говорят, что я с детства была очень сильной фантазеркой. А режиссер без фантазии, это не режиссер. Да, да. В нашей сфере очень много друзей, которые поют, которые делают концерты. Началось все с того, что я начала помогать по организации концертов, а далее написала сценарий, пару сценариев для свадеб, потом для концертов, и поняла, что, по-моему, это мое. Как татары говорят, Ильхам Кельмадеми не пришел вдохновение, чтобы написать песню, например. Ильхам у меня иногда бывает. Я пишу очень много песен, у меня целый сборник своих песен. Также мои песни исполняют очень известные артисты. Так что с Ильхамом мы дружим. Лилиана, а можете исполнить сейчас вот что-нибудь авторское? Самая первая песня, я ее посвятила для мамы. Именно когда я училась в Казани, я очень скучала, я, по сути, очень домашний человек. Там пришла эта песня на слова Гульфии Шакировой. Песня называется? Энiyim. Günler aylar, yıllar ötken sayın seni nığırak uyluyman iyim. Ömür boyu merhametli bulup, yaşavların kıyınıma deyuem. Jir yüzüne kıyaş bulgan kebek, sen eniyim seni bide bir günnem. Yanlarımda kebek düşlerime kirip sağnularga canımı tüzgene. Jir yüzüne kıyaş bulgan kebek, siz eniler sizi bide bir günne. Yanlarımda kebek düşlerime kirip sağnularga canımı tüzgene. И тут счастливая мама аплодирует по ту сторону экрана, говорит, козым молодец. Итак, мы сейчас доготовим нашу обжарку. Да. Я думаю, листья тоже уже у нас поспели. И будем формировать наши голубцы. Итак, здесь у нас немножко листья получились слегка огромные. То есть все это поправляется прямо на ходу? Да, да. Обязательно нужно убирать вот эту жесткую часть, сердцевинку. Берем начиночку. Я хочу это сделать по-домашнему. И вот такие чудо-голубцы у нас, в принципе, получаются. Так, складываем их, пожалуйста, Да, так. вот сюда. Так, давайте мне Одна фаршика. кастрюля. Лилиан, попробуй один сделать я сам. Давайте. Лилиан, сейчас многие вокалисты и молодые, уже признанные, стараются обязательно каждый год снимать клипы. Как у вас с этим обстоят дела? Эта мода коснулась и меня. В моем арсенале около 8 клипов. Вот 2 из них сняты буквально в течение полугода этого. Готовится еще очень много клипов. Руслан, я думаю, нам сейчас нужно сделать еще фаршированные перцы, так как То они есть у нас осталась начинка еще. Да, да. Поджарочка у нас здесь. Что-то добавляем еще? Да, нужно будет добавить томатную пасту. Целиком. Да. А давайте мы с вами перцы поставим в более
маленькую. Отдельно посуду, Да, посудинку, потому что голубцы у нас должны быть под прессом для того, чтобы они не раскрылись во время бурления кипения. Так, равномерно мы все это разложили. Что делаем дальше? Теперь соль. Так, соль еще немножечко, да? Пресс. Так, давайте сначала сделаем пресс. Добавляем кипяточек. Сколько должно быть воды? Полностью покрывать Да, чуть-чуть прям. наше блюдо? Так, теперь пресс. Такой самодельный. Но на самом деле его можно... Кувшинчик с водой. Так, опа. Сколько по времени готовятся наши голубцы? От 30 до 45 минут. В зависимости от капусты. Бывает ранняя, бывает зимний сорт морозка. А у нас капуста вкусная. Да. Ну что, дорогие друзья, небольшая пауза на канале ТНВ, после которой мы приготовим еще одно вкусное блюдо. Оставайтесь с нами. Тулма. От качана капусты отделили верхние листья и немного их отварили. Сладкий перец и репчатый лук нарезали мелкими кубиками и смешали с отваренным до полуготовности рисом и мясным фаршем. Посолили и поперчили. Морковь натерли на терке и обжарили на сливочном масле с луком, добавив томатную пасту. В подготовленные капустные листья завернули начинку. Получившуюся тулму выложили в кастрюлю, сверху распределили обжаренные овощи, залили кипящей водой и поставили тушиться под прессом на 40-45 минут. Друзья, вы вновь смотрите программу «Секреты татарской кухни». Мы, как всегда, рассказываем новые, вкусные, оригинальные рецепты. И готовим мы вместе с очаровательной Лилианой Ирназаровой. На десерт, Руслан, у нас с вами королевская ватрушка. Для этого нам понадобится творог, сливочное масло, яйцо, мука, сахар. Я поручаю вам творог. Творог нужно взбить С одним яйцом и с сахаром. Сахара чем больше, тем оно вкуснее. Так, а я займусь тестом. У нас необычное тесто. Почему необычно? Потому что в нем нету яйца, как это принято. Мы его смешиваем с... Тут 200 грамм. 200 грамм сливочного масла. Да. И на глаз мука. Лилиана, расскажите, пожалуйста, какие у вас, так скажем, творческие планы? Тем более вы сказали, что вы сейчас вернулись опять на большую сцену. Сейчас у нас готовится дуэт с народным артистом Башкортостана и Татарстана. К сожалению, он мне пока запрещает говорить, потому что премьера назначена на 24 ноября. В этом месяце у меня начался гастрольный тур по Башкирии. Мы начали с запада Башкирии. Планируем объездить всю Башкирию. Хорошо, а что-нибудь тут на башкирском можете исполнить? Конечно. Песня, которую я исполняла на Узгар-Жиле в том году, песня называется «Эль-Малик». Аппақ меккенем, шақ меккене, емдің құлдары, салауат күперек әвек, оның ерген юлдар. Ақ сабата қиық, сабата башы қиық, хадалып кеткен қарамайық, несе көбірін қиып. Өзі рахмет. Говорят, что сахар – это белая смерть. Также говорят про соль, но, знаете, маслом кашу не испортишь. Ну что, Руслан, у нас, в принципе, на все про все ушло где-то около 10 минут. Сейчас мы делим тесто ровно на две части. Да. Тут текстура теста получается очень интересная. То есть можно формировать какие-то, не знаю, вот большие кусочки, кто любит, чтобы прям ощущалось. А для пикантности, для того, чтобы она таяла, его просто нужно вот так вот растереть. Но чтобы была плотность, нужно слегка вот так вот понажимать на тесто. Да, придавливаешь. Далее мы делаем бортики для теста. Вот. Вот такие у нас бортики. Все готово у нас, и мы заливаем сейчас. Бисмилляй-тэп. Самое увлекательное в этом – это украшать сверху. Так, сейчас я вот подровняю все. Да. Сколько по времени готовится наша ватрушка? Буквально минут 20. 20 не так при долго. Температуре 180-200 градусов. Вот она, красота. Смотрите, вот она. Нашу ватрушку мы можем заправить красивой песней, и после этого мы ее отправим в духовку. Лияна, прошу. На дадарском я пела, на турецком я пела, на башкирском я пела. Я думаю, пришло время для русской песни, да? Лимоны подают песок, искрится прибой, как густо на плечах муссон, вечный спутник мой. Качает лодку океан, сжигает закат, а где-то далеко река, тают облака, но
Хлопают в ладоши пальмы, птиц провод. Я спешу с разгадкой тайны, слышу голос твой. Надо мною звезды, океанский воздух, и ты словно рыба на песке. Ой, Ваня, 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 а море волны затихают иногда. Ваня, 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 а во мне печаль, как желтая луна. Ну что ж, дорогие друзья, вот так вот весело и вкусно, поверьте, а вкусно будет это точно. Сегодня в нашей программе мы накрываем на стол. Да. В это время наши блюда доготавливаются и будем их пробовать. Королевская ватрушка. Творог смешали с яйцом и сахаром. Для теста перетерли сливочное масло, муку и сахар до состояния крошки. Разделили его на две части. Одну часть теста выложили в смазанную маслом форму для выпечки и разровняли, сформировав бортики. Затем добавили творожную начинку, присыпали сверху оставшимся тестом и на 20 минут отправили в духовку, разогретую до 180 градусов. Абау, исәнмесез, Венера Хатымовна? Вы как здесь появились? Менә килдем әле. Безне зурлап? Иә, ничек инде. Мондый тәмле ризыкларны авыз итмәскә ничек инде. Минем укучым әзерләде бит. С радостью хочу сказать, сегодня на кулинарной дегустации присутствует народная артистка Татарстана и России Венера Ахатовна Ганеева. Так хочется вас обнять, но больше хочется покушать. Миңа да бик хочется. Приятного аппетита, Венера Ахатовна. Можно начать? Основное блюдо біздің бүгін голубцы в татарском варианте название. Тулма. Тулманы кауып карыйк. Венера Хатна тәмле булмаса да тәмле дейсіз. Юк, инде тәмле булмаса мин точно тәмсез дип әйтәм. Начинка очень оригинальная у нас сегодня. Бисмилlah. Лилиана, Что ты скажете? прекрасно поешь, но также и прекрасно готовишь. Мне Азатка как повезло. Лилиана, действительно, голубцы получились сочные, вкусные и красивая подача. Бик тәмле. Конечно, после эфира мы обязательно все это доедим, да? Ну а сейчас я предлагаю попробовать наш десерт. На десерт у нас сегодня королевская ватрушка Потому что по мы классическому знали. рецепту. Мы знали, что придет Венера Хатна, и для нее мы приготовили специально королевскую ватрушку. Это классический вариант, Венера Хатовна. Сахар я не жалел, поэтому очень сладко, но очень вкусно. Я, кстати, очень люблю, когда ватрушка сладкая. Шундый тәмле. Лилиана, Спасибо, Синган эфир. Бигзур Ахмед, молодец. Все получилось очень вкусно. Лилиана, на этом наша вкусная программа подошла к концу. Большое спасибо тебе за блюдо. Венера Хатовна, конечно, хочется продолжить вот наше общение, но мы его продолжим после эфира. Бигзур Ахмед, Синган. Sağolağız dostlar, biz kitəbiz. Bəlkə görüşürüz də tezdən. Allah versin. Ola bilsə. Görüşürüz yazsın bizden. Әмин, әмин, нашел дематор столярьем-да. Рахмет, Бигзур. Венера Хатовна Ганеева, Лилиана Ерназарова и Руслан Шарапатин говорим вам сау-болыңыз. Увидимся на канале ТНВ. Пока-пока. Если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. А также не забывайте подписываться на наш канал на Ютубе. Благодарим ресторан «Печь» за предоставленный интерьер и помощь в организации съемок. Tarixanı başları, bik təmli həm faydalı.